На работе мы проводим часть своей жизни, и безопасность – это вопрос, который касается каждого из нас. Всемирный день охраны труда был учрежден в 2003 году и отмечается ежегодно 28 апреля. Этот день также Международный день памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. Что такое охрана труда, зачем она нужна и как решить проблемы травматизма на работе? Об этом мы сегодня поговорим с заместителем министра семьи, труда и социальной защиты Тимуром Каримовым. Здравствуйте, Тимур Басирович. А скажите, пожалуйста, во-первых, а все ли производство, вся ли работа, так скажем, травмоопасна? Добрый день. Конечно же, любая деятельность – это травмоопасная при несоблюдении требований охраны труда. Безусловно, главная задача – это сохранение жизни и здоровья наших работников. А кто нас на производстве, на любой работе, ваши, наших зрителей охраняет? В каждой организации численностью до 50 человек это отдельная служба должна быть, до 50 человек в организации должен быть специалист, который наделен полномочиями по охране труда, то есть он обеспечивает разработку, соблюдение норм охраны труда. А как у нас в республике реализуется государственная политика в области охраны труда? На государственном уровне реализуются данные полномочия, у нас предоставлены Министерство семьи и труда, есть у нас федеральные органы власти, это Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан, которые непосредственно реализуют охрану труда в Республике Башкортостан. Кроме этого, у нас еще также есть Федерация профсоюзов, у которой тоже есть определенные полномочия в части сохранения здоровья граждан нашей республики. Каковы приоритеты? Приоритет, конечно же, первое – это сохранение здоровья гражданина, работника на рабочем месте. Это главный приоритет. В республике у нас действует определенная комиссия. Комиссия называется Межведомственная комиссия по охране труда. Туда входит, это трехуровневая такая система. Это на республиканском уровне, на уровне муниципалитета и на уровне организаций. Туда входят как органы исполнительной власти, муниципальные, контрольно-надзорные органы и разные общественные организации. Как они взаимодействуют, эти органы государственные, которые координируют, скажем, работу? Да, как раз-таки всю эту работу организует Межведомственная комиссия, как сокращенно МВК по охране труда. Данная организация данная комиссия у нас функционирует с 1995 года. Мы уже провели 76 заседаний данной комиссии. Как раз-таки на данной комиссии мы обсуждаем все самые сложные направления в сфере охраны труда, самые сложные нарушения со стороны как работника, так и работодателя, самые травмоопасные отрасли, как в республике, так и на всей территории России. А вы сказали, самые сложные проблемы в сфере охраны труда. А какие они? Можете рассказать? Да, у нас есть отрасли, которые травмоопасны. Это у нас обрабатывающее производство, горнодобывающая отрасль достаточно травмоопасна. Там бывает много у нас несчастных случаев, как со смертельным, так и с тяжелыми последствиями. Это у нас строительство. Часто бывает у нас, к сожалению, падение с высоты, элементарное грубое нарушение правил охраны труда, когда получают тяжелые увечья. Это у нас дорожное транспортное хозяйство. Достаточно тоже много нарушений в этой отрасли. Есть какая-то статистика за 2024 год, например? Да, у нас есть статистика. По сравнению с 2023 годом у нас, к сожалению, в прошлом году, в 2024 году погибло 44 человека. Травмы тяжелой степени получили 139 человек. Причины какие? Нарушения все-таки? Да, здесь на самом деле причин достаточно много. Вот как раз-таки в рамках данной комиссии мы рассматриваем и анализируем, в связи с чем произошел этот несчастный случай. Будь это тяжелый или же смертельный. Конкретно рассматриваются условия труда, то есть не нарушал ли сам работник. Это первое. Второе, нарушение со стороны работодателя, потому что бывает так, что именно работодатель нарушил условия охраны труда, а конкретно не обеспечил безопасные условия. Соответственно, в связи с тем, что нарушил работодатель, и в связи с чем получил как раз-таки работник тяжелые либо смертельные
несчастных случаев. Что делается, чтобы снизить вот эти вот цифры? Да, как раз-таки мы комиссионно всегда приглашаем непосредственно этих работодателей и уже совместно с контрольно-надзорными органами, правоохранительными органами, если это же касается смертельного случая, разбираем конкретно случай подробно. И здесь дается рекомендация для работодателя, если это же все-таки вина работодателя, то дается конкретная рекомендация для того, чтобы он устранил все эти нарушения и впредь, чтобы не допускать нарушений и гибели сотрудников. А на какую помощь могут рассчитывать в этой связи работодатели? Ну вот в первую очередь, чтобы вот устранить вот это все, наверняка какие-то затраты. Да, есть определенные затраты, которые закладывает сам работодатель, но кроме этого он имеет право обратиться в Социальный фонд России для того, чтобы возместить расходы по предупредительным мерам, для того, чтобы те затраты, которые он несет, возместить. То есть он имеет право подать определенные документы до 1 августа. Данный пакет документов они предоставляют в Социальный фонд. Это для того, чтобы получить возврат денег социального фонда, для того, чтобы, например, закупить средства индивидуальной защиты. Это может быть обучение, это может быть отправка своих сотрудников на санаторно-курортное лечение. Вот здесь вот, наверное, как раз можно поговорить о профилактических, вернее, не о профилактических, а о заболеваниях, которые человек приобретает на работе, да? Да, вот здесь какие меры помогают? Да, это как раз-таки про заболевания. Про заболевания. Здесь тоже мы, когда комиссионно это разбираем, особо обращаем внимание на работу с вредными и опасными условиями труда, где как раз-таки работник может получить профзаболевание. В этой части совместная работа у нас проводится с Роспотребнадзором и самими организациями с Государственной инспекцией труда, для того, чтобы работодатель минимизировал данный вред, так скажем, на рабочем месте, для того, чтобы все-таки наши работники возвращались домой и живыми, и здоровыми. Ну, каждый работник, когда он вступает на работу, да, он ознакомливается с документами, но, как всегда, мы не все очень все внимательно читаем. Ну, и вот здесь вот она какая-то постоянная работа на производствах должна проводиться? Да, вы все правильно заметили, что иногда бывает так, что работодатель может быть халатно к этому отнестись, и бывает так, что работник приходит на работу, его как бы вроде как ознакомили, а основные азы не дали и, по сути, не обучили этого работника, не рассказали, не провели инструктаж и так далее. То есть тот перечень необходимых действий, которые должен сделать специалист по охране труда, они просто не сделали. Бывает так, что когда человек уже получил травму, либо же уже, не дай бог, это смертельный случай, то, соответственно, как вот многие наши специалисты говорят, инструкция по охране труда написана кровью. То есть уже человека нету, а они пытаются уже по ходу что-то там исправлять. Из-за этого здесь это очень важный вопрос, и для того, чтобы таких тяжелых, смертельных случаев, чтобы не было на рабочем месте, как раз-таки специалист по охране труда должен непосредственно свою работу выполнять надлежащим образом. А сколько раз в год должен собрания какие-то общие проводить или там профилактические мероприятия? Есть какие-то обязательные условия? Да, обязательные условия, конечно, есть. При приеме на работу в первую очередь. Далее, когда выходят какие-то изменения в законодательстве, потому что у нас получается, что достаточно очень динамично меняется трудовое законодательство, как в сфере охраны труда, так и по другим трудовым взаимоотношениям. Соответственно, данный специалист должен и сам обучаться. То есть у нас есть реестр, который ведет Министерство труда России, он должен проходить обучение, также должен обучать своих сотрудников. Вот весенний-осенний период, очень много таких общих заболеваний, да, респираторных. Вот здесь, вот как дело обстоит, как здесь охрана труда может нас обезопасить или помочь? Да, здесь вот буквально, наверное, года 4 назад, когда была пандемия, мы почувствовали, насколько важно у нас именно работа в этом направлении, и специалисты по охране труда вышли на передовую. То есть как раз-таки они обеспечивали у нас и средствами защиты, и масками и так далее. Да?
Что касается общих заболеваний и смертности от общих заболеваний, к сожалению, у нас данная статистика растет. За последние 5 лет у нас идет на 10% роста смертей от общих заболеваний. То есть здесь, к сожалению, вопросы и к медицинским осмотрам. То есть бывает так, что буквально сегодня вот проходила у нас международная конференция по трудовому законодательству, выступала у нас Государственная инспекция по труду. Они как раз-таки говорили про эту тему и говорили про конкретно случай, когда человек, работник, умер на рабочем месте, но они через суд доказали, что это связано с производством, потому что этот человек не должен был работать на данной должности, потому что у него были определенные заболевания. Но медицинское заключение выдала частная организация, соответственно, они подают иск в судебном порядке не к работодателю, а конкретно к этой медицинской организации, которая выдала заключение. То есть такие случаи тоже бывают, но в связи с этим мы хотели обратиться к работодателям для того, чтобы они все-таки надлежащим образом, это все-таки их сотрудники, проводили качественные медицинские осмотры. День охраны труда 28 апреля, как уже отметили, отмечается. Сколько вообще в республике у нас сотрудников, которые следят за охраной труда? Сколько этих людей, которые отметят свой профессиональный праздник? На самом деле, в количественном выражении их очень много. Я так думаю, что их более 10 тысяч. Это, в принципе, в каждой организации у нас есть специалист по охране труда. Кроме этого, есть также у нас в учреждениях государственных, в разных общественных тоже организациях есть специалисты, которые отвечают за охрану труда. И данный праздник, данные мероприятия именно призваны для того, чтобы обратить внимание на охрану труда и еще раз поднять значимость данной профессии. Потому что мы все-таки практически каждый день находимся на работе. А как отмечают День охраны труда? Везде по-разному. Конкретно мы проводим форум по охране труда на базе Федерации профсоюзов. Это будут различного рода семинары. Для специалистов? Для специалистов, да, по охране труда. Это будут выставки средств защиты, индивидуальной защиты по охране труда. И как раз-таки мы обсудим актуальные вопросы, а конкретно в связи с современными тенденциями мы будем обсуждать, насколько влияет искусственный интеллект и помогает ли искусственный интеллект по охране труда. Очень интересно. Эта информация доступна будет простым людям? Да, конечно же. Вообще это такое новшество, да? Да, это такое достаточно новое направление, потому что у нас есть организации и в нашей республике, которые применяют искусственный интеллект в охране труда, также применяют разные девайсы, так скажем, которые не только как бы в теорию дают, но и в практике можно использовать. То есть это VR-очки, например, для работы на высоте, или же те же использование VR-очков для того, чтобы конкретно работать например, в карьере, либо же в шахте. То есть вот такие вот есть возможности. В общем, трудиться теперь будем с удвоенной, так скажем, защитой, да? Да. А главное и самим соблюдать все меры безопасности. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Я напомню, это была программа «Интервью». Спасибо за внимание.